20 февраля 2017 года Столярский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Сашина при секретаре судебного заседания Халиманова с участием прокурора Кименко, следователя Самарина, подозреваемого Абубакарова, защитника адвоката Кромова, рассмотрев постановление следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми Кочингина о возбуждении перед судом ходатайства об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абубакарова Максима Сандуевича, ранее судимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил 18 февраля 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении ряда лиц, в том числе Абубакарова, по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту участия в преступной организации Пичугина. По данному уголовному делу к уголовной ответственности также привлекаются Пичугин, Азизов, Вануйта, Исаев, Карпов, Руфлин, Солдатов, Егоров, подозревающиеся в совершении аналогичного преступления. Задержание Абубакарова произведено в соответствии с статьями 91-92 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем признается судом законным. Абубакаров женат, имеет двух несовершеннолетних детей, определенного места работы, как следствие постоянного легального источника доходов не имеет. Ранее судимый, имея не снятую, не погашенную в установленном порядке судимость, вновь подозревается в совершении в составе организованной группы на протяжении длительного периода времени умышленного преступления, отнесенного в соответствии с статьей 15 частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации категории тяжкой, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет. Знаком с иными подозреваемыми, в ходе проведения обыска по месту своего жительства предпринимал попытки стереть СМС-сообщения, находящиеся в его сотовом телефоне, о чем имеется соответствующая запись в протоколе обыска. Учитывая конкретные обстоятельства инкриминируемого Абубакарова преступления, данные его личности, первоначальный этап расследования уголовного дела, а также нахождение нескольких подозреваемых в федеральном розыске, у суда имеются достаточные основания полагать, что Абубакаров, находясь на мере пресечения, не связанный с содержанием под стражей, может продолжить заниматься преступной деятельностью под тяжестью подозрения с целью избежать привлечения к уголовной ответственности, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, согласовать свои действия с иными участниками организованной группы, деятельность которая является предметом расследования по уголовному делу, может иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе путем уничтожения либо сокрытия доказательств. Изложенные обстоятельства суд признает исключительными, не позволяющими избрать в отношении Абубакарова иную, более мягкую меру пресечения, в том числе в виде залога либо домашнего ареста, и при наличии оснований, предусмотренных статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом требований статьи 99 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абубакарова, который в настоящий момент имеет статус подозреваемого. Наличие у подозреваемого постоянного места жительства, супруги, несовершеннолетних детей само по себе без учета изложенных обстоятельств не может являться достаточным основанием для избрания в отношении Абубакарова более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу. Сведений, препятствующих содержанию Абубакарова под стражей по состоянию здоровья, суду не представлено. На основании изложенного руководства статьями 97, 99, 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд постановил избрать в отношении подозреваемого Абубакарова Максима Сандуевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 19 апреля 2017 года включительно. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 3 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы подозреваемый вправе в течение 3 суток со дня оглашения постановления ходатайства о своем участии в рассмотрении материала судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. Ходатайство об участии в рассмотрении материала судом апелляционной инстанции может быть заявлено подозреваемым также в течение 3 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Через несколько минут копия решения будет вручена сторонам. Судебное заседание является закрытым.